Здание, в котором с 1994 года располагается детская школа искусств, построено в 1959-м. От старого здесь остались разве что стены. Современная школа, где есть все необходимое, один из главных приоритетов национального проекта «Культура». Капитальный ремонт проводится в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда». Все поменялось. Коридор был очень узкий. Коридор был 1,60 м. Сегодня коридор практически 4 метра. И детям и просторнее, но и мы, вы видите, использовали коридор как выставочный зал. Поменялось все: крыша, стены, вы видите светлые кабинеты, да? Кафельная плита, которая тоже действительно дает какой-то свет и тепло. Каждый кабинет оснащен по-новому. Мы поставили стеллажи, появились новые инструменты, которые мы не распаковывали, потому что у нас не было условий, где можно было бы это сделать. А вот мы с вами сейчас практически дошли до кабинета, где занимается у нас педагог со своим наставником, занимается ученик. Аушев Гапур, он у нас был участником всероссийского конкурса и выиграл, представлял он наш регион, и у него инструмент Дахченпандер. Вот, мы уже практически 2 года работаем. Этот юный музыкант увлекается музыкой всего лишь 2 года. Слух есть, да и желание тоже. Такому ремонту мальчик очень рад. В таких условиях теперь думает освоить игру и на фортепиано. Кстати, конкурс, на котором Абдулгафур Аушев представлял республику и выиграл Всероссийский детский культурный форум 2022. Впереди у него остался заключительный этап. На данный момент стою на 1-м месте. И 6 сентября будет уже на Красной площади будут уже рассказывать результаты. Он происходил в Москве на площади ВДНХ. Длился он 3 дня. 3 дня длился. Было тяжело. Таких талантливых и юных, как Абдулгафур Аушев, здесь порядка 300 человек. Каждый из них пришел с целью научиться делать то, чего душа так требует. Фортепиано, скрипка, гитара, балалайка. В школе обучают как музыке, так и живописи. В помещениях светло, тепло и, конечно же, соблюдены все требования правил безопасности. Очень важно раскрывать в детях творческий потенциал. Если ребенка слышат родители, если его слышит педагог, ребенок раскрывается как бутон цветов от приятного такого согревающего солнечного света. Поэтому для нас очень важно раскрывать в каждом ребенке, который переступает порог этой школы, определенные таланты. Но в первую очередь, конечно, я выражаю благодарность главе республики. Мы чувствуем заботу, мы чувствуем, что деятель культуры чувствует какую-то, наверное, все-таки опеку над ним. Если сегодня, как только открылась наша школа, как только был назначен глава, мы получили более 80 инструментов, в том числе фортепиано, потому что наши дети играли на инструментах, которым уже давно за 40 лет. Больше, чем просто капремонт. Главная задача программы реновации школ – обновить не только фасад, но и максимально модернизировать помещения, создать современную образовательную среду. Кстати, здесь планируют проводить концерты и выставки учащихся. Мы решили развернуть, распаковать наш новый инструмент рояль. И так как он занимает практически 1/3 часть кабинета, мы решили вынести в коридор, в фойе. И вот у нас сегодня за роялем находится народная артистка, заслуженная артистка Республики Ингушетия Любовь Ахмедовна Барахоева. В коридоре совсем другая акустика. Для музыканта, для исполнителя музыкального это очень важно. Слышать себя со стороны, акустика, она дает, наверное, другие верха. В числе преподавателей вокала и народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева: в обновленной школе проводить свои уроки намного легче, признается женщина. Волю можно дать не только фантазии, но и голосу. Здание было ветхое. Ну что вы, сегодня это просто... Мы оказались во дворце, в хоромах. Я очень рада. Мы все очень рады, мы все довольны. Алхамдулиллах, как хорошо, что построили эту школу. Ведь она будет и дальше после нашей смерти. Для других, и для будущих поколений будет стоять. Она красивая, кабинеты просторные. Условия поменялись, коллектив, он находится в приподнятом состоянии. Это, конечно, все здорово, потому что школа за очень короткое время преобразилась, стала
стала очень красивой, светлой. Здесь можно проводить и концерты, и выставки, и работать просто с большей отдачей. И я думаю, это настроение не только на коллектив будет распространяться, и на учащихся, и, конечно же, и родители будут радоваться заметно, что вот дети уже в таких условиях хороших находятся. Реализация объектов по нацпроектам находится под личным контролем главы Ингушетии. В процессе реконструкции здания Махмуд Али Калиматов посетил школу и проверил качество проводимых работ. Вентиляция никакая. Точно? У нас беда, что у нас в большинстве нет вентиляции. Здание просто уму непостижимо, как можно устроить школу, детские сады и вентиляцию. А здесь одноэтажное. Всего на капитальный ремонт учебных помещений из федерального бюджета регионы выделили свыше 20 миллионов рублей. При софинансировании из регионального бюджета более 1 миллиона. По проекту ремонт планировали завершить до конца этого года, однако подрядчик управился раньше срока. Под контролем министр за 3 месяца за 3 месяца تخش مكشوش تحقيق واحد ديك أخو جوشتي بار كرتين إيش هماش حلوق موت جاست خيا جو جالوس تجبرير يموسى جو خزائن غير أوزر وديريكتور شكول وي أوزر يجدني أنا أوز خنوز مسخاني بوها بيش خان وتصنخت تي بار تحقيق واحد. Мы уже видим, к 1 сентября школа распахнула свои двери для учащихся. Это прекрасное, ныне уже прекрасное, современное, инновационное здание, где дети могут в полном объеме реализовать свои умения и навыки. После того, как школа отремонтирована, вот в таком прекрасном, светлом, просторном здании появится еще больше желающих заниматься. Благоустроили и прилегающую территорию. Во время солнечных деньков художники будут рисовать в технике пленер, а юные музыканты создавать необходимую для этого атмосферу. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.